Здравствуйте, меня зовут Евгений Чампин, и сегодня я хочу познакомить вас с такими областями знаний, как прототипирование и трехмерное моделирование, проведя небольшой мастер-класс по предпечатной подготовке трехмерной модели, выращиваемой стереолитографическим способом. В лаборатории дизайна Якутского промышленного техникума имени Тараса Гавриловича Десяткина функционирует площадка чемпионатного движения WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» по компетенции изготовления прототипов. Изготовление прототипов – это создание опытных образцов или моделей при помощи печати на 3D-принтере с целью их демонстрации, оценки внешнего вида и удобства использования, а также изучения перспектив реализации готового изделия. Прототип позволяет инженерам и дизайнерам тестировать, оценивать и моделировать будущий продукт в процессе его разработки. Как правило, окончательный вариант формируется постепенно в процессе тестирования и внесения в дизайн и функциональность опытной модели ряда изменений, нередко довольно значительных. Наличие прототипа ведет к снижению общих трудозатрат, поскольку позволяет определиться с выбором материалов и комплектующих до запуска изделия в серийное производство. Изготовление прототипов представляет собой сложное, комплексное соревнование, как биатлон. Недостаточно быть хорошим в чем-то одном – трехмерном моделировании, конструировании, сборке или покраске. Для победы необходимо быть лучшим во всех аспектах, специалистом, которых в Америке называют Total Package. Мы будем работать в программе Preform от компании Formlabs и рассмотрим нашу тему на примере именно данной программы. Здесь мы имеем виртуальную площадку нашего принтера, аналог нашей площадки, представлены ее размеры по ширине, по глубине и по высоте. Непосредственно на самом принтере из-за его конструкционных особенностей всей литографической печати, данная площадка расположена вверх головой. Готовить к печати мы будем данное ювелирное украшение. В нашем случае это брошь. Она имеет вот такую грушевидную форму. Один крупный каст, вот мы видим под камень неправильной формы, и большое количество кастов поменьше, видите, в 2 ряда для установки, монтировки большого количества камней. Также мы имеем здесь подвес под цепочку, а также литник для того, чтобы при процессе отливки, само изделие получилось и пролилось, без каких-либо проблем. Расплавленный металл заполнил все необходимые формы и все объемы. Давайте рассмотрим поподробнее со всех сторон, что из себя данная трехмерная модель представляет. Нас интересует прежде всего, поскольку мы смотрим на данную модель в разрезе именно оператора 3D-печати, нас интересует, первый вопрос, можно ли печатать данное изделие непосредственно прямиком на самой площадке. Для этого нам нужно посмотреть на нашу модель сбоку, и мы увидим, что модель имеет неправильную форму, то есть спинка имеет вот такую вот вогнутую форму. Плюс к этому литник выступает за общий объем непосредственно нашей модели. Для чего это было сделано? Потому что он был в сечении довольно большим и объемным, но при этом, чтобы он не касался клапанов, которые будут фиксировать камни. Не касался ни клапанов, ни каких-либо других частей. Видим, с этой стороны он тоже не выступает, чтобы он никоим образом не нарушил задумку непосредственно самого 3D-дизайнера, ювелирных дел мастера. Из этого следует, что
попробовать печатать непосредственно на первое, что приходит в голову, это печатать на площадке непосредственно не получится напрямую, то есть модель невозможно будет вырастить подобным образом. Давайте я это продемонстрирую. Да. При выращивании послойном таким вот образом, вот на 8 слое у нас уже образуется проблема, что вот эти вот области, которые затем сформируют непосредственно в само изделие, да, они будут печататься в воздухе, да, ни на что не опираясь, и, естественно, печать будет неуспешной, изделие не будет распечатано. Первое, да, что приходит в голову, это воспользоваться функцией быстрой печати. Она здесь в данной программе называется One Click Print, то есть печать за один клик, за одно нажатие, и представляет собой вот такую вот иконку в виде волшебной палочки. Давайте мы нажмем. Дождемся того, когда будут сгенерированы поддержки, и оценим результат. Итак, давайте рассмотрим получившийся результат. У нас на печать уйдет ориентировочно 2 часа. Слоев будет пропечатано 511. То есть принтер 511 раз будет проходить по нашей модели для того, чтобы ее вырастить целиком и полностью. И объем полимера, который будет затрачен, он опять-таки приблизительно составит 1,86 миллиграмма, да, который затратится непосредственно на нашу модель. Полимер у нас стоит выгораемый, ювелирный. Толщина слоя 0,5 миллиметра. Так, давайте рассмотрим. Ну вот и первое, что бросается в глаза, одна из поддержек вот этих вот массивных структур, которые создает непосредственно сама программа Preform от Formlabs, да, она контактирует с одним из клапанов и практически утопает в нем, съедая его. Это не единичный случай, обычно таких случаев много, бывает довольно много в случае с автоматическим созданием моделей поддержек. Еще одна поддержка вгрызается в грань нашей модели, да, соответственно, меняя геометрию. Ну и внутри у нас тоже есть большое количество проблем. Давайте подступимся сверху. Поддержки, которые удерживают нашу модель снизу, они упираются в отверстия для камней. Часть из них, этих отверстий, перекрываются полностью, как вот в данном случае, в этом случае. И вот там вот еще ряд, несколько есть сбоку и снизу. Это частности, да, эти частности возникают из-за двух причин, да. Первое, как бы не были сейчас, как бы стремительно не развивались технологии компьютеру, да, ну, давайте так вот по-обывательски назовем, для компьютеров
тяжело понять, где на любой модели, будь то ювелирное какое-то изделие, будь то модель промышленная, да, модель потребительская, да, допустим, хоть там, не знаю, игрушки какие-то, промышленные детали, шестеренки, различные конфигурации, сложные формы, вот ювелирные изделия, как у нас, да. Компьютеру, опять-таки по-обывательски скажу, компьютеру трудно понять, что важно для нас. Да? Для нас вот важна вот эта вот лицевая часть, для нас важны вот эти отверстия, для нас важны клапана. Для нас это важно. Да? Первая причина, ну вот, не дошли технологии до того, чтобы распределять и определять, что важно для нас, как для потребителя. И вторая сторона медали – это сторона самого производителя. Да, для компании Formlabs, компания Formlabs заинтересована в том, да, не только данная компания, любая компания, которая присутствует на рынке аддитивных технологий, да, в частности, вот стереолитографической печати, для этих компаний важно, да, не только реализовывать продукт, да, но и сопутствующими товарами поддерживать интерес, да, и свою вот капитализацию. Как это делается в случае в понятии 3D принтер, да, есть слово как и 3D, так и слово принтер, да, вот принтеры обычные, да, струйные принтеры, лазерные принтеры, бизнес этих устройств, да, реализация этих устройств, он весь построен на расходниках, то есть он построен на продаже краски. Так и здесь, в 3D-печати, очень большое внимание и большая часть прибыли, да, компании составляют полимеры. Чтобы полимер у потребителя кончался чуточку быстрее, именно для этого программы настоятельно требуют, программы от именно этих компаний создают и требуют, чтобы поддержки у любых моделей были объемными. Посмотрите, по умолчанию это очень массивная подложка, она тяжелая. У нее аж целых 3 точки для того, чтобы снимать модель с платформы. Да, 3 подхода есть. Вот один зацеп, второй и третий. Массивная, большой толщины ванна, вот такая вот подложка первая. Затем идут сложные структуры, ветвообразные, да, они между собой пересекаются, поддерживают, поднимают нашу модель на большую высоту. Все это для того, чтобы потратилось больше полимера, компьютер больше работал. Да, вы оцените только толщину. Вот эти 2 причины. Давайте теперь поработаем над ручным вариантом создания поддержек для нашей модели. Итак, мы вернулись к изначальному положению нашей модели. И мы воспользуемся функцией создания поддержек. Она здесь не полностью ручная, да, ее полноценной ручной, опять-таки, все равно назвать нельзя. Она полуавтоматическая и предоставляет нам возможность выбор между 2 типами поддержек. Рафт и мини-рафт. То есть мост и мини-мост. Да. Давайте мы их выставим. Снимем галочку с значения внутренних поддержек и определим плотность изначальных самих поддержек и, что более важно, да, в нашем случае, вот этой вот точки, размера точки контакта с нашей моделью. Для нас важно, чтобы эта точка была небольшой. Давайте ее в
размер 0,5 мм выставим и попробуем сгенерировать вот результат полуавтоматического создания поддержек. И у нас совершенно другой результат. У нас час работы принтера, 189 слоев, аккуратные, небольшого размера поддержки, и затрачено полимера, дорогостоящего полимера, 0,43 мг. Давайте посмотрим, что у нас лицевая сторона, ни один клапан у нас не подвергся какому-либо изменению или искажению. Возможность печати, видите, printability на высоком уровне. То есть мы смогли пройти между Сциллой и Харибдой, между желанием производителя принтера заставить нас работать на его поле, играть по его правилам. Мы действуем в рамках его функционала, то есть то, что он нам предоставил, мы этим воспользовались, да, мы не пользовались сторонними какими-то программами, но плюс к этому мы выполнили задачи, которые перед собой ставили. У нас важные для нас вещи не затронуты структурами поддержек. Мы затратили меньше времени и затратили меньше материала. Стоит также упомянуть программу Гегемон на рынке решений по предпечатной подготовке, программу Magix, которая равна, широка, обширна, как и сложна в своем функционале по предпечатной подготовке, в частности, также и в создании структур поддержек. Программа эта сложная, всеобъемлющая и не входит, никак не подходит по своему объему для нашего сегодняшнего разговора, но не упомянуть ее никак было нельзя. Благодарю за внимание. До новых встреч!